Друзья, я решил записать это видео, чтобы извиниться перед вами, потому что, к сожалению, мне не получится сегодня присутствовать на том самом поэтическом вечере в библиотеке имени Чехова, который я так долго и упорно анонсировал. Но, тем не менее, есть одна радостная новость. Я договорился, что те стихи, которые я записывал на русском языке, с которыми я собирался выступить, прозвучат в библиотеке, потому что я записал аудиоварианты и договорился, чтобы их включили во время выступления. А один из организаторов этого самого вечера, Петр Старцев, зачитает перевод на русский язык, который ему предоставил. Так что даже если появляются накладки, если есть дети, которых нельзя таскать с собой вечером в общественном транспорте, потому что они могут заболеть, потому что у нас сейчас по городу ходит эпидемия ОРВИ, когда случаются накладки и когда ты понимаешь, что ты не можешь оставлять жену, которая себя плохо чувствует, с 3 маленькими детьми, и уезжать на вечер, чтобы выступать со стихами, и возвращаться назад, чтобы регулировать хаос, который эти дети могут натворить, надо придумывать другие варианты. Так что не сдавайтесь, оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много разных интересных новых событий. Ну, а я поделюсь с вами аудиовариантами тех самых стихотворений, которые я готовил. И в будущем буду больше делиться с вами своим творчеством. Подписывайтесь на канал «Прусский кот» в YouTube, где тоже будут выходить видео, которые уже выходили здесь, потому что там можно вещать на большую и очень большую аудиторию. Так что будем всячески расширять и контент, и оригинальный контент в том числе. Буду делиться с вами своим творчеством, так как я чувствую в этом необходимость рассказывать о том, как я пишу, как все эти идеи приходят в голову, как это все звучит. Мне есть о чем вам рассказать, есть чем поделиться, так что задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Я, как всегда, на все комментарии отвечаю. Буду всегда рад интересным предложениям, связанным с русским языком, потому что я вчера сел, прикинул, сколько проектов я запустил, проектов, связанных с русским языком, в которых я так или иначе участвую, больше 20. Вот, так что впереди нас ждет много полезных, интересных свершений. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.